Привет, привет всем! Привет. Это кто у меня тут рядышком сидит? Надо же, какое совпадение, наконец! Марийка встретила Марицу. Где? На Калифорнийщине. Да, в Америке мы все-таки наконец-то с Димой встретились. Как дела? Отлично. Да? Ну рассказывай, как ты дожил до такой жизни. Судьба занесла, значит, на чужбину. На чужбину? Да. Вот ты. Вот мучаюсь на чужбине. Да ладно. Вот. Какие успехи? Что хорошего сделал за эти 5 лет? Но я думаю, что за эти 5 лет у тебя все-таки еще период адаптации не прошел. Еще не Полному прошел, уверена. но как бы нашел работу, стабильность есть. Можно сказать, даже чрезмерно стабильно все. Хочется уже, наоборот, немножко нестабильности. То есть, В смысле Ну, в нестабильности? смысле, вперед, еще дальше идти. В смысле, как бы поднялись на определенную ступеньку, и тут уже застоялись. Надо дальше подниматься, как бы по это. Ну, тяжело же было. То есть мы, когда приехали, немножко выдохнули. Поработали, заработали, выдохнули немножко. Работу нашли немножко, выдохнули. Вот теперь набрались силами и готовы идти еще выше. То есть восстанавливать свой социальный статус, как бы заниматься бизнесом уже начнем, наверное, в этом году. Молодец. Да, и будем грызть, прогрызать. А, как говорится, идти к американской мечте. Продвигать американскую мечту. Да, да, Маньгао йогу, ото, молодец. Да. Понял? понял. Я говорю, ты не ленивый, как я. Ну, двигатель прогресса. Ну, знаешь, иногда полениться тоже неплохо было бы. Не, ну это Время от обязательно, времени. обязательно. Да. Лени не существует на самом деле. Лень – это отсутствие мотивации. Если есть мотивация, то можно свернуть горы. А лень – это просто, ну, значит, период такой в жизни. Да. А у меня дети смеются, говорят, ты с ним постоянно разговариваешь по телефону, вы делаете, говорит, прямые эти эфиры, веш эфиры шли тогда, а илыши, что манаш не гунамат уже много дал, то есть а в жизни, говорит, никогда не виделись, не встречались, я говорю, нет, вот сегодня я им написала, что сегодня наконец-то вот мы с тобой встречаемся, видимся, и наконец-то вот у нас с большим нашим грузовиком возможность совпала, да, то есть мы смогли наконец-то остановиться там, куда ты смог приехать и с нами встретиться. Так что, Совсем недалеко от дома моего, да. да. Живет А ты за знаешь, я тебе что хочу сказать? Каждый раз, вот мы же ездим по всей Америке, да, Ула Америка бучку подалштана. Так вот, я хочу сказать, что почти в каждом штате я кого-то знаю. Кто-то из наших вот национальностей Марии проживают здесь вот в Америке. Такое чувство складывается, что они расплодились, как будто их миллионы там на планете Земля, да? А я тебе не говорила о том, что я встретила одну нашу JFK Airport. В аэропорту, Да, что-то такое. Ну помню, что-то в такое, да. аэропорту JFK в Нью-Йорке я встретила нашу женщину из Республики Мариэл, нашу национальности Мари. Да, и это было очень так, это неожиданно. Она попросила меня помочь. Вот, и начали мы с ней разговаривать. Она говорит, помогите мне с английским. Я говорю, пожалуйста. Вот, и когда начали разговаривать, я говорю, откуда вы? Вы, говорит, наверное, не знаете. Я говорю, скажите еще, что вы из Ишкароли. Откуда ты знаешь? По лицу видно. Ну да. Нет, если костюм еще марийский носить, наверное, люди будут узнавать почаще. Постоянно. Ты знаешь, иногда можно наших сразу же определить по поведению. Наших, в смысле, россиян? Ну да. Ну, можно, на лицо даже видно. По походке, по одежде. Иногда заходишь в магазин, говорят, здрасте. Вот такие, как, да у вас на лице написано, типа, Да. кто вы такие есть. Потому что, приезжая куда-то в чужую страну или же вообще куда-то, мы сохраняем свое, и можно сразу же, в общем-то, определить, что человек с нашей стороны. Может даже, наверное, где-то за большими городами еще это больше разница видна. В больших городах, как бы, ну, вот у нас тут со всего мира люди приезжают, как бы тут может быть и
трудно. Хотя наши выделяются всегда. Очень хорошо одеваются наши. Это сразу видно. Да, если красивая девушка, красивый парень, это значит наши идут. Как-то американцам пофиг, как одеваться. А наши обязательно с иголочки, на хороших машинах обязательно. Лопни, но держи фасон. Так и есть. Лопни, но держи фасон. Это я ездила, знаешь, в Вашингтон, Д.С. И сидели мы там с дочкой, с младшей, кофе пили, и зашла девушка вся такая одетая, разодетая, как вот ты сказал. И я такая говорю: добрый вечер. Она говорит: здрасте. И прошла такая. И мне Серафима тоже говорит: мама, ты откуда узнала, что она русская? Типа того, что я говорю, ну, в смысле, русскоговорящая, там, может быть, и русская. А я говорю: так не видно, что ли? Я говорю: да посмотри на нее. Какое пальто у нее, какая прическа, какой макияж. Вот. Так что еще раз салам-салам. Калифорнии гачан, ты догонала. Кученькетом Дима. Слушай, ну что, вот откуда у тебя мысли пришли по поводу проведения нашего праздника? А вот как-то со стороны смотрится на нашу республику по-другому. И ты думаешь, как все-таки здорово, что есть такая республика, и ведь у них и название такое интересное, Мариэл. Угу. И как бы народ, и свой язык есть, и своя культура есть, и как бы своя религия, язычество, да. Традиции. И ты думаешь, это на самом деле очень круто быть, ну вот, каким-то необычным, да. То есть мне, когда я жил в России, все говорили, что ты русский, что ли? Я говорю: нет, я говорю, я мариец. Все такие: о, как интересно, ну-ка расскажи-ка. То есть внутри республики, если ты живешь, ну, мариец, так что с тебя взять там? Ага. А за пределами ты уже экзотический такой человек, уже такой интересный. О, мы никогда не слышали про это. Это в России даже никогда не слышали, ну, редко очень. Ну, а как ты к мысли ты пришел провести? А мысль-то пришел, что как бы неплохо бы отмечать свою идентичность, да? Да. Но понимаешь, что нас ведь тут очень много. И живем мы тут некоторые там и 20 лет, и 30 лет, и я знаю даже, которые вот чуть ли не 40 лет здесь живут, и, в общем-то, язык свой не сохранили. Время от времени только с кем-то там переговаривают на родном марийском языке. И зашак кутрат марла, и все, и больше муке. То есть ни у кого не было желания. И вдруг тут Дима Криваксин приезжает из республики Мариэл, и вдруг у него тут в голове идея. Откуда она идея-то пришла? Ну, были же марийцы здесь. То есть я знаю людей, которые в Лос-Анджелесе, да, марийцы. Вот приехали друзья у меня из Шкаралы тоже. Но мы просто подумали, а что бы нам не посидеть, вот просто отметить вот этот праздник? Ну, а потом мысль подумала, а почему бы не позвать других людей? Угу. Почему бы там не снять видео какое-то там? А потом, как оказалось, мы начали искать, а их, оказывается, очень много людей. Я думаю, что большинство даже прячется, то есть на самом деле их, может быть, говорю, на сотни, тысячи, может быть, людей есть. Не знаю. Ну, то есть поначалу, то есть у вас было желание просто встретиться, а потом это решили сделать, а почему бы нам вот эту вот встречу сделать, как бы соединить с праздником Пеледеш Пайре. Почему бы, да, не костюм не одеть, там, поплясать. То есть, я даже не знаю, как-то вот не так, чтобы сразу она пришла, мы сейчас Пеледеш Пайре устроим, а так, потихоньку, по чуть-чуть. Ну, мы еще думаем, что Кугуюм это тушку туги шикалан. Я говорю, что Господь Бог, возможно, тебя вот именно направил. Ну, по нужному направлению. Не знаю, откуда мысль пришла. Даже говорю, не было такого осенения, как-то так, по чуть-чуть, потихонечку. Молодец. А ты думал над вторым праздником? Ну, я над вторым думаю, конечно. То есть у нас уже примерно есть какой-то сценарий, что будем делать. У нас это у кого? У нас у марийцев? С супругой. Да, то есть я думаю, что надо будет сделать там же, на том же месте в этом году, а потом спуститься как бы с горы, потому что там не очень условия есть, как все-таки там парк, там даже, по-моему, туалетов нету. Танцевать, знаешь, я видела, значит, на видео, которое ты мне переслал, там, значит, тропиночка и как бы вот это вот
приходится вот не совсем удобно, может быть, действительно нужна какая-то вот площадка такая ровная, где вот люди могут... Вот, у меня думал, первую часть мы проведем там, под горой, потому что Холливуд, значит, священная роща для марийцев, да, переводится? Холливуд. Священная роща. Думаю, самое лучшее место, где встречаются марийцы, должны в священной роще. А потом мы спустимся... Тем более языческая вера. Да, а потом я хотел зарезать гуся, но мне сказали, что здесь Это защита... prohibited. Да, прав животных туда-сюда. Баранов уже и этих гусей резать мы не будем. А спустимся с горы, я думаю, может, там найдем какое-нибудь местечко, может, ресторанчик или какую-нибудь площадочку, где мы можем посидеть, покушать, поплясать, по-марийски поговорить и еще что-нибудь там. Кто-нибудь-то принесет торт Когуля. Может быть, будем надеяться, да. Да. Это нужно как-то организовать все заранее, решить, где. Ну, да, еды, как правило, много не надо. То есть мы вот в этот раз очень много каждый принес, и еды осталось столько, что... Ну, наверное, забрали с собой? Я хотел, да, конечно, я хотел договориться с одним итальянским рестораном. Они в печке у них есть. Я думаю, что команд Милна можно сделать. Может, в этом году я пошукаю, где есть эти итальянские рестораны в Голливуде, у которых есть печки. И, может быть, мы попробуем сделать с команд Милна. Потому что это, самое главное у нас, самое главное блюдо. Да, команд Милна, гуся или утку, или же там, в общем, туара. Индейку. По-американски. Не, Индейка мне не нравится. Да Я кому она нравится? хорошо умею готовить утку с яблоками. Скажи, значит, с тебя утка с яблоками. Я говорю, там больше не поесть, а больше... Это же здорово, когда в Голливуде звучит марийская речь, и так это песенки звучат. А, кстати говоря, люди, которые видели, кстати говоря, еще раз слова благодарности тебе за то, что ты делился со своим материалом, и у меня была возможность сделать вот это вот хорошее видео, именно вот про первую встречу Икама Шепеледаш Парема Америка, что то, что Голливуд парка, что то есть как бы ты как организатор внес вот свою лепту во все это, да, и мне повезло, что как бы мы друг друга знаем, и мне повезло, что вот именно я благодаря тебе сделала это видео, и очень многие увидели и говорят, да, когда я, говорит, тыкнула, в общем, на это самое, на видео, и говорит, было очень интересно, говорит, увидеть вот этот, говорит, парк Голливуд, Холливуд, и говорит, и там танцуют и пляшут, в общем, и поют на марийском языке, марийские песни поют, марийские танцы танцуют, и говорит, какая-то, говорит, была, говорит, радость именно, что за свой народ, что наш народ Марии где-то там в Америке, живя, не забывает свой родной язык, свои традиции, свою культуру. Собравшиеся на праздник в Лос-Анджелесе наш народ Мари замечательно провели свое время. Знакомились, общались, делились впечатлениями, слушали, танцевали под марийскую музыку, пели марийские песни, говорили о проблемах марийского языка, о жизни. Благодарю и надеюсь, что все то, что ты хочешь, У нас все наше желаемое как бы сбудется. У нас долгоиграющие планы. Я думаю, что если в этом году мы сделаем еще раз в Голливуде, то в следующем году сделаем в штате Флорида. Да. Вот. Я надеюсь, что это получится сделать, потому что в штате Флорида очень много. Я думаю, что наберется тоже не меньше полутора десятков людей. Ты знаешь, что, то есть будем говорить об этом раньше, как это только возможно. Я думаю, что очень многие всего штата, они найдут возможность, едут. Я думаю, не только со штата, может быть, и
С Нью-Йорка, со всего побережья. Я об этом говорю, со всего штата, не только имеется в виду в Калифорнии, из всего, со всех, из страны Соединенных Штатов Америки. Да. Всех Будем разных... считать, что с сегодняшнего дня мы официально начинаем кампанию как бы по приглашению людей. И мы объявляем, значит, у нас какое число будет? По-моему, это будет 15 июня, если я не ошибаюсь. Суббота, 3 суббота июня, по-моему, так ведь делается, да. Если я не прав, то поправьте меня. Это должна быть 3 суббота. Но в прошлый раз было 21-е. Да, 15. То есть это вот первая суббота, Да. вторая, 3, 15 июня июня 2024 года. Лос-Анджелес, Да. Пеледеш-Пайрем. Пеледеш-Пайрем, но пока еще по тому адресу, по бывшему адресу или же где-то будет новый адрес, мы еще пока не знаем, да? Ну, по тому же адресу. Это, По тому же адресу? Да, начнем, я думаю, с утра там, потому что, вероятнее всего, очень жарко бывает в это время. И мы собрались в прошлый раз тоже с утра, чтобы это не париться. Сколько примерно была температура? В 9 Ты часов. помнишь? Нет, в этот раз было довольно-таки нормально. То есть мы до обеда Да. сидели, ничего. Ну, просто было, может быть, в другой день там 30-35 градусов. То есть мы там просто не выдержим. Ну так, собираемся в 9 часов 15 июня. Значит, Лейк парк, Холливуд Лейк парк. Ну, адрес будет у нас, значит, в группах Марийцы США. Будет у меня в Инстаграме, будет у меня на Ютьюбе, у Эльвиры в Инстаграме, ВКонтакте, где-нибудь там в Одноклассниках. На Ютубе? На Ютубе везде. Да. Это будет ссылка, наверное, под видео, наверное, будем размещать, что Пеледеш-Пайрем будет у нас нынче вот такой. Так, насчет Флориды я тебе хочу сказать, что Флорида очень сильно отличается от Калифорнии. Если у вас здесь сухая жара, у нас там как в бане. Возьмем И- веники с собой. Нет, я имею в виду, что если мы здесь в Калифорнии, то есть вы способны были встретиться на улице, то такой радости во Флориде невозможно. Летом точно не будет. Летом невозможно, потому что и поэтому во Флориде, если проводить, то нужно Помещение. проводить в помещении. Ну, ничего страшного. Да. Мы можем выбегать немножко на улицу, да, где-нибудь там это, сфотографироваться, поздороваться с крокодилами там местными там, да, ураганами там. Лучше с ними не встречаться, с этими, с крокодилами. Не, ну это же будет тоже интересно. Пеледеш-Пайрем с крокодилами. Такого уж точно никогда в жизни не было. Ну, не было и не надо. Они очень такие, знаешь. Кусательные. А мы, может, заведем традицию и съедим крокодила Ты знаешь, вместо утки. вообще-то у нас не крокодилы водятся. Аллигаторы. Аллигаторы у нас водятся. Кстати говоря, живя во Флориде, я научилась различать разницу, то есть крокодила от аллигатора. У крокодила, значит, нос такой, типа треугольничка, а у аллигатора он такой овальный, что ли, да. Вот. Но их порядочно много. Ну, мы и тех В видеть не аллигатор- хотим, да? Во сильно? Флориде нет, лучше не надо. Но вообще мясо, оно такое, нужно уметь готовить. У меня муж умеет готовить их. Ну, из них больше, наверное, одежда лучше получается. Крокодил, Обувь, сумки, куртки. у меня есть сумка, и купила я, знаешь, причем дешево, за $42 из натуральной кожи аллигатора. Круто. Ну да, такая симпатичная такая, небольшая такая сумочка. Но это некуда одевать. У меня дочка смеется, говорит, ты возьми с собой, будешь самая такая, это, говорит, с крокодиловой, типа, потому что из кожи аллигатора сумочка по тракстоп. Я говорю, ну конечно. Ну, купила и поставила, и лежит. Ну, как обычно, знаешь. Кстати говоря, ты знаешь, какая разница между вот в России так много, наверное, не покупают вещей, как много покупается вот в Америке.
Ну, потому что зажрались. Это точно. Это так много. Потом думаешь, ну ведь всякую ерунду, знаешь, на каждый праздник там что-то отдельно. Думаю, господи, вот ну зачем? И я очень много, вот знаешь, раздаю, отношу вот в Goodwill. Новые, причем вещи иногда бывает так, что вот это вот с этикеткой. И сама, между прочим, покупала новые вещи из Гудвилла совершенно Я понимаю. неношенные. Я тоже так делаю. Да, и они дешевые, Да. очень высокого качества. Там какие-то, иногда даже можно найти какие-то брендовые эти. 100%. Да. Родителям привет не хочешь передавать? Привет, родители. Они смотрят. Да. Должны, да, смотреть. Не знаю, Ну, а- как папа, мама точно должна смотреть. Мама смотрит мой YouTube канал. Ну, да, вот трансляцию нашу смотрела. Да? Да. Она не спала ночью? Нет, все, говорит, от этого, от корки до корки. Да ты чё? Все О, какая же молодец. Вот спасибо ей большое. Ну так очередная возможность увидеть сына. Че? Почему нет? Да. Спасибо маме. Да, спасибо маме, Кугутау. что родила. Да. Мы тем более выходили как раз вот в свой день рождения, и это для нее, в принципе, ведь тоже праздник. Конечно. Да. Второй сын это родился. Второй, да. Да, второй. Маленький. Недоношенный родился. Правда? 2600, 2 килограмма 600. Недоносок, короче. А видишь, какой сейчас хороший получился. Доносок. Дорос немножко. Ты не забывай, я ведь многое вырежу. Вот такая вот наша жизнь. Тоже мы ездим по всей Америке. Ну, зато можете сказать, что везде были почти. А, На Аляску не ездили? Я была там. Ну вот. У меня там бывший муж работал, жил, и мы к нему туда ездили летом. Я была там также в ноябре, и видела я Аляску. Я тебе хочу сказать, что первоначально, когда мы летели, и я знала историю, естественно, что Аляска принадлежала когда-то России, у меня некоторое было такое нехорошее чувство, типа, мол, отдали. А потом, когда мы приземлились, и когда я увидела, насколько все очень по-умному тоже все организовано, и живут там, знаешь, чуть ли, если не каждая, но очень многие имеют свои самолеты, маленькие легкомоторные эти самолеты. Дорог там мало. Вот мы были в городе Джуна, и там единственная, по-моему, 7-я дорога. Джуна вот это столица, да? Да, столица, но ты знаешь, в эту столицу ты кроме самолета и лодки ты не попадешь туда. Вот, мы туда вот прилетели и жили там 10 дней. Это летом было. Нам очень понравилось, и самое интересное, обычно вообще на Аляске погода очень влажная, и температура воздуха, она может быть прыгать. Вот, она вот может быть солнечная, а потом буквально через 2 минуты может начаться дождь. Когда же мы были там, понимаешь, 6 дней, вот 4 дня подряд погода была, знаешь, теплая, температура где-то плюс 23, плюс 25, и 4 дня подряд, потом у нас опять была, значит, такая дождливая погода, потом опять 2 дня была теплая погода. И ты знаешь, они все время удивлялись, говорят, такого давно уже не было. Мы как будто вот приехали из Флориды, да, и привезли с собой вот эту вот теплую солнечную погоду, sunshine from state of Florida. Вот. И самое интересное, ты знаешь, мы устроили пикник на берегу Тихого океана там, и моя дочка старшая встретила, знаешь кого? А угадай. Медведи? Нет. Наших. Из Ишкралы. Ну, вездесущие. Да, да. Вот я тебе и говорю. И самое интересное,
Она говорит, ой, мама, говорит, там говорит, девушка гуляет, говорит, с собакой. И она, говорит, причем собака, говорит, разговаривает по-русски. Говорит, пойду познакомлюсь. И обратно идет, и она мне говорит, мама, ты не поверишь, откуда она. Я говорю, откуда она? Она говорит, из Ишкралы. Я говорю, да ну. Вот так вот, да. Мы в Джуну встретили. Ну, она там жила, да, я так понимаю, раз собака. Она туда приехала вместе с мамой, точно так же, как и я. Ее мама вышла замуж. Они жили и вот в Джуно, на Аляске. А самое интересное, знаешь что? Мама тоже училась в музыкальном училище. Я говорю, где вы в Ишкрале жили? Она говорит, на Петрова. Я говорю, ты мне не говори, что ты на Петрова 3. Она говорит, да. Петрова 3 большой дом, там все жили. Да. Она говорит, почему ты именно решила Петрова 3? Я говорю, для меня, я говорю, там, я туда, говорю, в гости очень часто, говорю, ходила на Петрова 3. Ну, то есть, вот я говорю, что наших Мир на самом деле, да, очень много. Я говорю ведь, что вот неважно, вот где вот мы вот едем, да, по всей Америке, почти вот в каждом штате я кого-то вот знаю. Но я тебе хочу сказать, что у всех разное желание. Кто-то желает дать о себе знать, пишут. После некоторого общения они соглашаются на интервью, а некоторые, они как бы остаются так и хорошими знакомыми, но без желания засветиться на камеру. Так что наших здесь вообще-то много, которые не желающих засветиться на камеру. Да, ну и ради бога. Ну да, потому что это дело такое, знаешь, чисто личное. Я всегда считала и считаю, что если уж с ума сходить, так с ума сходить по-доброму. Надо прощать себя, уметь за свои ошибки. Идти дальше. И идти дальше, да. И тем более это было давно и неправда, да? Ну, если даже правда, но имеется в виду от произошедшего чему-то научиться хорошему. Конечно. Меня когда спросили, с чего у меня идея пришла в голову, что я решила сделать интервью сама с собой. Ты знаешь, я с одним человеком разговаривала, и мы с ним говорили про сегодняшнюю жизнь, про сегодняшнюю ситуацию. В общем, насчет сегодняшней ситуации наши мнения были разделены, и в итоге он был рассержен на меня, и в конце выдавил, он сказал, и вообще я тебе не дам интервью. А я сказала, ну и ладно, я возьму у себя. Сказала, да, и думаю, это идея, думаю, это, в принципе, неплохо, знаешь, Ну, поговорить такой. сама с собой. Да, жанр такой, Да. сам с собой тоже А бывает. потом я ему написала, спасибо за идею. Он говорит, так, какую идею? Я говорю, видишь. Я, говорит, тебе не дам интервью. Я говорю, ну и ладно. Я говорю, я сама с собой, говорю, поговорю. В каких штатах ты был? Невада, Так, Аризона, Аризона. Что ты там увидел в Аризоне? каньон, Гранд Каньон. А, Гранд Каньон. Мгм. Так, Чуть-чуть Юту заехал, чуть-чуть там, ага. по краешку. Ага, да. Но в Э, Калифорнии ты живешь 4 уже. Мэриленд. Мэриленд, ты там что делал? А я Мэриленд? приземлился, мы ездили в Вашингтон, Ди-Си. Когда вы приземлились? Да, это же какой там город-то? Вашингтон, Ди-Си? Рядом. Александрия? Нет, рядом там этот... Балтимор. Балтимор? Балтимор. И Ага. В аэропорт Балтимора, потом на машине до Вашингтона. Ага. Мэриленд. Да, Мэриленд. Мариленд. Мэриленд, да. Мэриленд. Мариэл. Да, Мариэл. Американский Мариэл. Да, так же переводится «Земля Мари». Да, так и есть. Каждый раз мы, когда едем, он говорит, ну вот по твоей земле, говорит, едем, Мэриленд. Я говорю, было бы хорошо. Вчера девушку встретил в магазине. Мариэлла зовут. Мариэлла. Да. Она испаноязычная. Да, очень, кстати, распространенное имя Мариэлла. Мариэлла. Да, я все время говорю, I'm from Mariel region. Ага. Типа, я из земли под названием Мариэл. Они такие, окей. Молодец. Типа,
Пешкилеш. У нас, кстати, в Мариэл я слышал, что называют девушек Мариэл. Да. Да, слышал такую новость. Что, типа, патриотично так назвали ребенка и девочку Мариэла. И ты видел у меня, ты смотрел это видео, где наша Надежда Акиева, она очень здорово вышивает рукой, и она вышла для всей семьи, когда забирали ребенка, они вот именно забирали ребенка именно вот во все в национальной марийской одежде, включая вот и мама была в национальной одежде, папа, там старшая дочка была в национальной марийской одежде, ну и грудной ребенок, он был тоже также в национальном убранстве народа Марии. То это мне вообще идея очень понравилась. Одна из таких работ была специально создана для семьи Токтаровых. Глава семейства Токтаровых встречал свою супругу из родильного дома. И на эту встречу вся семья Токтаровых была одета в марийскую одежду, включая малышку, новорожденную девочку. Семья Токтаровых вместе с Надей стали примером для многих семей Республики Мариэл и не только. Они искренне показали свою любовь к истории своего народа и к своей культуре. И, конечно, у детей это останется в памяти на всю жизнь. Это пример, как надо любить и уважать себя. Таште май марла каласем. Тага пора пашалан Надя ден Токтаров мет ешем тауштем. Ава ачасемен моткоч суаплы пашам аштен улада. Тао таланда. Я считаю, что мы должны гордиться своей национальностью. Мы Кугешнышаш улана Мари Уманадена и Марла Кутраш и Монда Шогол, что мы Мари улана Кечку штат. Хотя бы не стесняться. Да, я Хотя считаю, бы. ну знаешь, а зачем стесняться? Ты знаешь, вот я когда приехала во Флориду, да, у нас там весной проводят Springtime Tallahassee. Springtime Tallahassee это во Флориде, Таллахасси вообще это столица штата Флорида. И вот этот вот фестиваль Springtime Tallahassee, они, когда проводят, вот это вот парад проходит, да, где каждая комьюнити, каждая организация показывает себя. И там вот у нас вот показывают себя те же китайцы, они разукрашивают вот этот вот свою машину в своем вот китайском стиле, либо же там те же итальянцы по-своему показывают. Ну и у меня, в общем-то, тоже была такая идея, значит, тогда еще, если же не Республику Мариэл, да, то можно было, в принципе, ну это была идея такая 17-18 лет тому назад у меня. Вот, то есть нашу русскую культуру что-то можно было придумать, сделать, Да, но конечно. да, но сейчас тяжеловато. эта идея потом у меня как-то отпала, но когда мне приходилось выступать, например, в церквях и Florida State University я выступала, и играла также на баяне и пела. Я пела из репертуара Татьяны Денисовой, вот «Танем-танем», именно вот на марийском языке, да. И, кстати говоря, китайцы, потому что у нас там пентатоника, на китайском у них китайская музыка и марийская музыка очень созвучна, да. У нас, потому что один лад пентатоника звучит, и китайцы очень
принимали нашу музыку марийскую с восторгом. Меня даже просили 2 раза петь. Я сказала, да ладно, одного раза Да, хватит. я жил на Дальнем Востоке, тоже очень много слушал китайской музыки. И когда в Марийскую приехал, то я говорю, так это же как китайские напевы, это Да. очень-очень похоже. Да. Очень, кстати, заходил в магазин мексиканского платья и видел там почти марийские эти Узоры. платья, да, то есть такое цветочное, все такое вообще. Говорю, вот можно нигде не покупать, вон мексиканскую покупаешь и пляшешь. Почти. Да. Ну, как А это есть, да. еда тоже, в общем-то, вот это вот китайская, например, вот dumplings и наши вот это вот марийская, вот, как это называется это? Пельмени подкогли. Мини-подкогли, да, подкогли тоже, в общем-то, очень много вот это вот совпадений таких вот. У нас единственное, что острых блюд нету, потому что не растет ничего острое, да, у нас на земле. Тараканчики жареные там. Таракань, фу. Ты знаешь, я раньше и думать не думала, что как это вот все можно есть, например, лягушачьи эти ножки, да. И я помню, когда я приехала в Мариэлу, и мама меня спросила, а что хоть вы там где-то кушаете? Я говорю, лягушачьи ножки. Говорит, фу, противно. Я говорю, ничего не противно, это, говорю, деликатес, это, говорю, не те лягушачьи ножки, которые ты, говорю, представляешь, которые в наших марийских там болотах это живут. Это, говорю, специальные. И говорит, как по вкусу? Я говорю, по вкусу напоминает как бы курицу, но это не совсем курица. Но и опять же, уметь нужно готовить вот это вот всю еду, кстати говоря. Я сама лично не умею готовить вот это вот всю экзотическую, но у меня муж работал, он в ресторане, и он там научился готовить вот это вот все. И лягушачьи ножки, и аллигаторское мясо, он рыбу, он знает, как специально вот это вот соус готовить специально для мяса и специально для рыб. Вот. Так что приезжайте в гости во Флориду. Обязательно будем. Зовут уже во Флориду со всех краев. Да. Меня потому что, да, однокурсница живет в Ки-Уэст. Ки-Уэст? Да, я зовет уже Но, 3 года. ЛГБТ это твое любимое, там живут как раз вот распространенные. Ки-Уэст? А она тебе разве не говорила? Нет. Они Не, ну это туристическое место. Это там да, всё. это Эрнеста Хемингуэя дом. И там во время войны, кстати говоря, Белый дом был. Они во время Великой Отечественной войны перевели, значит, Белый дом в Ки-Уэст. Ки-Уэст это недалеко от Кубы. Там, Самая южная часть да, США, да? Флориды. Не Вот. США, да, Флорида. Да, ну, Можно США, Флорида, да. вплавь до Кубы доплыть. Но в одном из моих видео я там говорила вот именно про музей Хемингуэя. Кстати говоря, Хемингуэй, он любил кутить. Он любил, но он себя дисциплинировал, и он сам себе говорил, что он вот у него хотя бы в день он должен написать вот 500 слов. И это у него в общем, вошло в общем, в привычку, он работал. Кутил. Но, Кутил и работал. да, он как бы находил, как говорится, время и для отдыха, и для работы. Вот. Во Флориде у нас очень много интересного. Space Station, правильно я говорю? Да, где запускают эти Да, космические ракеты, корабли. да, НАСА. А сейчас это там очень часто оттуда запускает господин Маск. Потом у нас есть Disney World парк, это тематические парки. Все побережье его красивое. Ты знаешь, есть большая разница между вашим Тихоокеанским побережьем и между Нашим. побережьем штата Флорида. Штат Флорида, он еще, знаешь,
и Атлантический океан, с одной стороны, с другой стороны побережье Мексиканского залива, и внизу на юге там, опять же, залив, по-моему, Флориды, что-то в этом роде. Вот. Но я тебе что хочу сказать. Во Флориде вода теплая. По крайней мере, знаешь, можно и зимой ногу засунуть в воду. И у вас даже летом здесь вода холодная. Да? Есть такой грех. Да, и я сначала, я даже не знала. Я когда сюда приехала, мы были севернее от Санта-Барбары, нашумевшем. И Писма-Бич, ты там был? Не успел? Может, мимо проезжал. Да. Я решила проверить воду, и это было летом. Чуть не околела. Я очень сильно удивилась. Я говорю, ну надо же, вода какая холодная, прям ледяная. И обратила внимание, все одеты вот это вот во что? Гидрокостюм. А? Это кто купается? Ну да. Ну, Или же гидрокостюмы, серферы. да, серферы, гидрокостюмы. Да. Теплые. Я сначала все спрашивала, я говорю, а почему они все одетые? Потом поняла, почему они все одеты. Потому что в эту воду просто так вот не залезешь. Да, здесь не купаются. Сильно. Очень холодно. Вода очень холодная. Просто если бы если бы он был теплый океан, здесь была бы жара стояла. А океан охлаждает, и поэтому жить можно. Большая разница, то есть между Тихим океаном и Атлантическим океаном. Ну, конечно. Да. Кто спорит? И, кстати говоря, культуры людей, между прочим, тоже отличаются. Люди из самых разных стран, они живут в Майами. Ну, Флорида вообще, он как бы такой вот, тоже притягивает очень много людей. Да. Тепло, хорошо, пляжи. Ну, такой, мне кажется, легкомысленный немножко такой. Пляжи, Потусить там, потанцевать. Пляжи очень-очень-очень-очень красивые. Да. И Отдохнуть, очень красивые. поражать детей, там что там еще приезжают. Это может все измениться, между прочим. Да. У нас ведь ветра-то дуют, каждые 4 года меняются. Ветер перемен. Ветер перемен. Что у вас там? Холодно станет? Я не думаю. Может, жарче Или еще будет. жарче, да? Всех сдует. У нас республиканец сейчас, и я думаю, что это все сохранится. Температура. Температуру сохранит. Температура сохранится. Хороший штат. Политическая обстановка мне там, в общем-то, экономическая, все, в общем-то, нравится. Я хочу сказать, что этот штат во время выборов, он постоянно, он как бы менял свои взгляды. State, да? Да. State. То есть, ну а сейчас он становится как бы больше республиканским. Я не отношусь ни к той партии и ни к этой партии. Independent, да. Потому что когда я проходила вот эту вот натурализацию, и в день натурализации каждому вот тот, кто получил гражданство, вот этот вот supervisor of election, он подходил и спрашивал, да, это как бы... Ты за кого? Да, вы говорит, какую партию выбираете, республиканскую или же демократическую? Тогда я сказала, а можно никакую не выбирать? А он говорит, можно. И говорит, это будет, говорит, independent. Я говорю, вот, independent. И ты знаешь, в жизни у меня так и получалось, я голосовала и за республиканцев, и я голосовала за демократов. Вот. Одни сидят, они наглеть начинают, надо менять иногда. Ой, еще как наглеть Вот у начинают. нас засели тут демократы, вот надо уже это выгонять. Делать республиканцев. Да, немножко. Вот. Иногда. Ты знаешь, поэтому мне в этом плане нравится, что здесь в Америке, в общем-то, оно как бы меняется, и можно выбрать, ладно, там, 4 года ты работал, и ничего хорошего мы как бы, или мало хорошего мы увидели, поэтому, мол, окей, пора тебе уходить на пенсию, или же если не на пенсию, просто заняться чем-то другим.
Кугутау, Толмедлан, Жапаму Медлан. Я говорю большое спасибо, что пришел, Что, пожалуйста, встретился. Да, что пригласили. Да, о, как же. Ты знаешь, мы давно уже ведь хотели с тобой встретиться, но у нас все вот так вот на нашем большом грузовике не встанешь, где попало. Да и я тоже во Флориде нечастый гость. Ты еще там ни разу не был. 0 раз был. Значит, ты был в Калифорнии, в Аризоне, в Неваде, в Юту немножко проехала, в Мэриленд. Вот. В 5 штатах ты был? Вашингтон, DC. Это не штат, да? Ну да. Ну, Это еще вот, Дистрикт Колумбия. я планирую посетить все и буду делать себе там татуировку сзади на спине, закрашивать эти штаты. Да. Такую большую татуировку сделаю. Но я побывала из 50 штатов в 48 штатах. Еще 2 осталось, да? Но в один я точно, наверное, Это какой? на Хавайи я не собираюсь. Придется. Хотя, Придется куда-то. разве что только если галочку поставить, что Да, я да, там да, была. да. И до сих пор как бы держу надежду, что мы как-нибудь на грузовике заедем в Вермонт. В Вермонте не было. Да, ни разу. Но там Вермонт, он граничит со штатом Мэйн. Маленький Вермонт. Да. Но он очень красив, например, осенью. Америка очень удивительная и красивая страна, и я просто удивляюсь тому, что я не была, например, у себя в Куженерском районе в Республике Марий-Эл, в соседней деревне, а Америку вот мне пришлось, вот увидела я ее, можно сказать, почти всю. И что мне нравится в основном, это вот дороги, в основном по всей Америке они хорошие. Но, как, например, в штате Мичиган, я чувствую, как будто я еду, знаешь, в Куженерском районе у себя. Особенно раньше было, я не знаю, как сейчас, вот заворачиваешь, значит, на Сербском тракте, когда едешь и заворачиваешь в Куженер, там раньше построена была дорога, сейчас, говорят, там все перестраивают, меняют дорогу, но раньше там было там эти вот железобетонные плиты, вот, и когда едешь, вот так вот все вот. И мы когда едем по Мичигану, да, там, потому что тоже зимой дорога все портится, я говорю, ну все, мы опять едем в Куженер. Вот. Спасибо большое, благодарю за твое время, наконец-то встретились. Дай бог, не последний. О, конечно, и тебе подарок. Очень, очень необычный подарок. Смотри, какой подарок. Покажи всем. Котлетки? Это котлеты Диме и его семье, Надежде и девочкам. Ты знаешь, я прям не знала, что тебе дать дома. Спасибо. Ты знаешь, эти котлетки, они сделаны из три разных этих фарша. Баранина, говядина, свинина или же это самое. В общем, я сейчас, если честно сказать, не помню, потому что каждый раз, когда делаю, лавирую. Там, значит, соль, перец и самый смак, знаешь, что там? Одно яблоко через терку. И вот это вот яблоко, оно не сладкое, а вот именно вот этот вот, типа нашей Антоновки. Вот, и вот это вот яблоко, именно оно вот дает очень специфический вкус такой, очень приятный. Я попробую. Ты должен это все сделать, это как его, ты извини, что мало даем, Да, у нас больше нет. тут же не в этом дело. Но тут 6 штук, так что вам по одному и по половинке. А мне Хватит, да? хватит. Да. Вот такая вот. Кстати, если котлета понравится, то рецепт можешь посмотреть. Это вот котлеты от Аллы Борисовны Пугачевой по рецепту ее. То есть это вот очень вкусные. Мне это, конечно, нравится. Я попробую. Да. Вкусовые эти предпочтения у нас должны быть одинаковые примерно, потому что мы земляки. Да. Спасибо за время и то, что ты пришел. И, как Спасибо. говорится, всего Спасибо за хорошего. подарок. Да. Сейчас попробую. Да. Ну не сейчас, Ну, а ты на видео сниму. Обязательно? Скажи, Борис, только то это
такие подарки дарят. Вот. Так, Кугута Очалалан, он чумланде, Вескана Марте, Сайн Юмадена Парля Илза. Всем спасибо большое за просмотр и до следующего раза.